Здесь ваша судьба, здесь вы должны жить и умирать, и покоиться рядом с предками. Здесь ваша родина, и иной у вас нет. Только человек, глубоко любивший свой народ, мог написать такие слова. А принадлежат они известному ингушскому писателю Магомед Саиду Плиеву, которому сегодня исполнилось бы 90 лет. На выставку, приуроченную к этой юбилейной дате, собрались друзья, коллеги, почитатели его таланта и, конечно же, родственники. Среди них и дочь писателя Заритхан Плиева, которая рассказывает всем присутствующим о непростом жизненном пути отца. Магомед Саид Плиев родился 5 августа 1929 года в селе Плиево, пережил депортацию. Когда его семью выслали в Среднюю Азию, ему было 15 лет. Там он лишился отца. Началась жизнь, полная забот о матери и других переселенцах. Но, несмотря на постигшие трудности, отец всегда оставался добрым, отзывчивым человеком. За свою жизнь, делится дочь писателя, он ни разу не отказал кому-то в помощи. Нас он воспитывал, что уважение к людям, и говорил всегда, что нужно с уважением относиться к любому человеку, и никогда нельзя отказывать просьбе человека, который к тебе пришел за помощью. Он вот всегда говорил, что если человек сегодня пришел к тебе за помощью, и ты можешь это сделать, ты это должен сделать. Потому что завтра, может быть, ты даже если захочешь сделать этого, у тебя не будет такой возможности. По возвращении на родину Магомед Саид Плиев работал прицепщиком, трактористом, заправщиком. Его первые стихи были напечатаны в газете «Сердало» и альманахе «Утро гор» в 1958 году. А в 1972 году писатель окончил Чечено-Ингушский университет. Магомед Саид Плиев много лет работал диктором, затем редактором Чечено-Ингушского радио, возглавлял Союз писателей Ингушетии, параллельно занимаясь писательской деятельностью. «Трудный перевал», «Клятва сыновей», «Чистота души», сборник стихов «Таргим». Магомед Саид Плиев – автор более 20 книг. На его стихи написано много известных песен, одну из которых на сегодняшний день исполняет заслуженная артистка Ингушетии Лема Нальгиева. В его произведениях звучат патриотизм, любовь к свободе, вера в величие и в вечность народа. Но главной работой всей его жизни, отражающая беды и горести, постигшие в ссылке, стал роман в стихах Баланды. Вот этот роман Баланды, он по своему объему, он равен пушкинскому Евгению Онегину. И этот роман в стихах мог бы попасть бы в книгу рекордов Гиннесса. Но вот скромность этого человека, удивительная вот такая натура сам по себе, вот, который человек не желал вот такой яркости, выделения среди всех. Он всегда был очень скромным человеком, и это не дало ему возможность. И, наверное, какие-то другие причины материальные, это же нужно было бы роман этот на ингушском языке перевести на русский язык. Писатель очень любил детей, и неспроста им посвящены многие его произведения. Работая в лицее, Мадина Цилоева часто приглашала Магомед Саида Плиева на встречу с детьми. Школьники разыгрывали сценки на его произведения, читали стихи. С его творчеством она знакомит каждое новое поколение лицеистов. У него очень красивые детские рассказы. Мы эти рассказы экранизировали вот в школе. И ездили в Петербург на всероссийский конкурс, назывался «Петербургский экран». И мы там показывали, представляете, с детьми показывали его рассказы у себя в школе, как спектакль поставили и показывали. И получили дипломы лауреатов вот этого престижного всероссийского конкурса вот именно маленьких детских фильмов. За свою жизнь Магомед Саид Плиев приобрел множество наград, среди которых и Ленинская юбилейная медаль за доблестный труд. Писатель не только внес большой вклад в литературную сокровищницу нашего народа, он также один из первых, кто стоял у истоков создания ингушской государственности. экземпляр в музее, вторые экземпляры были. Так нужно было, вот, чтобы авторитетные люди сдали их в Кремль по созданию нашей Ингушской республики. В Грозне были Махмад Саид Уахш, Хадях Картхойов, Сувошез, что Махмад Саид Уахш Ялч, из Тунада Даш, Вел Дятой, Царь Валхата Муду, Хамхудату, Хамхудат Мудут, что يعني Дуахтой, что Уахша Уахтун, вот гол, аж Бхагал, что я адрарю, эй, мышвар Уахша Суяварю, Вамертали, Волвези Уахша Республика.
Перо писателя неустанно работало до самого последнего дня. Умер Магомед Саидплиев 16 сентября 2004 года за своим рабочим столом. Выставка Музея краеведения продлится до 15 августа, где каждый желающий сможет поближе познакомиться с творчеством писателя. Дана Плиева, Магомед Даскиев, Новости 24.